Георгий Николаевич, большое спасибо и просто не просто за ежедневную поддержку, а вообще вот за то, что Георгий Николаевич сам Зурчук очень всегда, каждый день меня спрашивает, как ведутся госпавники. Он микрофон не очень хорошо работает, может так, или меня нормально слышно, да? Вот, и поэтому вот, внимание руководства республики, вы просто, ну как сказать, ежедневно мы рассказываем о лучших, может быть, о каких-то проблемах, конечно же, для того, чтобы их решить. И вот сегодня я коротко вам дал экскурс, как мы прожили этот год. Он был непростой, и, как отметил Георгий Николаевич, вначале были вопросы, чем вообще это нужно. Как? Вот. Многие не понимали, особенно администраторы, которых обязали вести госпаблик в селах, практически отдаленных поселках. Многие этого не понимали, да? Но сейчас вот это понимание, оно, конечно же, прояснилось, и уже ни у кого нет сомнений в необходимости данной работы. Вот здесь на слайде можно сказать так, что в начале пути было 3155 организаций, которые подпадали под действие 8 ФЗ, в соответствии с которым эти госпаблики ведутся. И, понятное дело, вот те госпаблики по таблице Минцифры России разделили на 3 категории. Здесь собрались активные флагманы, визитки мы стали приглашать, но если Георгий Николаевич попросит, наверное, соберем и визитки. Вот. И смотреть, какая была пропорция, да. И мы понимаем, что интернет в республике не везде проложен, оптический, к примеру. И далее начали, ну, как сказать, если, ну, правильное слово, бизнес Минцифры России. И спасибо помощи наших, далее вы увидите, спикеров «Сано Диалог», регионы, Ольга Ховрина здесь и другие коллеги, они активно отстаивали нашу позицию. И сегодня пропорции вы видите здесь, что флагманов стало 135, активность 790, и большую часть нам удалось отнести в визитки. В чем отличие визиток от флагманов активных? Наверное, основное отличие вы знаете, да, им не надо еженедельно публиковать новости, но госпаблик должен быть оформлен в соответствии со всеми требованиями социальной сети. Вот. И надо отметить, что есть отдельные госпаблики-визитки, которые там пишут, как вы знаете, чаще всего Максиму Соловьеву, чтобы их отнесли в активный или флагман. Соответственно, такой вопрос, как стать флагманом. То есть мы видим рвение отдельных организаций, которые готовы работать, и наверняка мы будем идти навстречу их воле и желанию для того, чтобы их перевести в статус активных и флагманов. И, конечно, мы вместе весь этот год набирали аудиторию в социальной сети ВКонтакте. Нельзя сказать, что данная социальная сеть, она номер один у нас в республике, это исторически обусловлено, это не чья-то вина. Вот. Но вместе с тем реалии таковы, что мы должны работать в данной социальной сети. И житель должен получать эту информацию о деятельности организации именно в российских социальных сетях. Таков федеральный закон. Соответственно, мы вот помогали, насколько это возможно, продвигать и популяризировать госпаблики. На текущий момент у нас в госпабликах аудитория составляет 400 с лишним тысяч подписчиков. Конечно, там есть и перекрестные подписчики, но это, в принципе, нормально, потому что мы можем смотреть и Первый канал, и МВК, то есть как один зритель. Да? Здесь нет никаких вот таких, как сказать, манипуляций, в чем когда-то было такое мнение одного человека, который сказал: ну я вот подписан на 5 госпабликов, меня посчитали 5 раз. А по-другому и не считается, потому что человек, вот как даже Николаевич отметил, что он подписан на паблик школы, на паблик своей поликлиники, его считают 2 раза. Да, потому что новости разные в 2 пабликах. Вот. И мы даже доцент Сергей просили, значит, популяризировать, да, вот эти все госпаблики, проводили конкурсы. Через таргетирование мы сейчас стараемся набрать самых флагманских лучших госпабликах 1000+ подписчиков. И нам это почти удалось. У нас 54 организации, они должны иметь свыше 1000 подписчиков.
И в 32 мы уже набрали. Нам осталось совсем немножко до конца года, чтобы набрать. И вот еще у нас есть мощный ресурс, Telegram-канал Госпаблики, где 1800 организаций, где мы обсуждаем наши рабочие моменты. Вы все, наверное, в этом канале присутствуете, да? И мы по мере возможности всегда стараемся оперативно ответить на ваши вопросы, решить какие-то проблемы. И вот данный телеграм-канал стал сам по себе таким сообществом. И мы очень радуемся, когда мы не успеваем вовремя ответить, вы сами приходите друг другу на помощь. То есть один госпаблик, который задал вопрос, а другой администратор ему объясняет, как решить тот или иной вопрос, проблему. И это супер, то, что вы стали самым полноценным таким вот сообществом, да, которое вместе живет и движется в одном направлении. Для продвижения мы также активно стараемся привлекать известных личностей, блогеров, которые сами могут вести госпаблик, могут подтвердить какое-то мероприятие. Здесь в качестве примера мы показываем мероприятие, посвященное году семьи, да, «Семья года», где участвовал глава, естественно, мы позвали блогеров. Этот контент он выходил для продвижения госпабликов. И, как вы знаете, мы с вами весь год активно общались. Оффлайн, онлайн, но мы с вами встречались 32 раза. Конечно, не каждый из вас был все 32 раза, мы стараемся охватить всех. 1000 с лишним человек у нас, значит, прошли через наши встречи, и эти встречи будут продолжаться. Следующий слайд. И, как вы знаете, у нас есть ряд таких сервисов, как и маленькие мини-сервисы, но они вам должны облегчать работу. Я надеюсь, вы всеми ими пользуетесь. Если вот видите в серединке это брендер, то есть он помогает делать картинки. Все очень просто. На самом деле там какие минимальные инструкции. И если их выполнить, вы получите вполне себе современную дизайнерскую картинку, визуал. Третий бот – это бот, который помогает писать тексты. Он основан на нейросетях. Конечно, надо приноровиться, чтобы вы получались тексты. Но это дело просто вот навыка. Да? Я призываю вас активно пользоваться этими сервисами, существенно облегчать вашу работу по ведению госпаблика. И сегодня я вот хотел показать нашу новую фишку. Это бот самопроверки. Это такая маленькая штучка в Telegram, на которую нужно подписаться, нажать на старт, ввести ИНН или ОГРН организации, и он вам выдаст текущий статус, как у вас исполняются требования СМО ФЗ. Это может сделать абсолютно любая организация. Мы сейчас активно всем передаем ссылку на данный бот, и, соответственно, вот здесь, видите, Максим ставит примеры, где можно увидеть, у кого что не выполнено, а потом просто по определенной инструкции, ну как сказать, выполнить эти критерии. То есть он на еженедельной основе дает актуальную картинку. Сейчас вы видите, если сегодня пятница, вы видите вот на прошлую пятницу. Вот. Я надеюсь, эти все наши сервисы, которые мы разрабатываем совместно с коллегами ОНО «Диалог регионы», помогут вам и облегчат ваш труд. Дальше. И немного цифр для того, чтобы вы поняли, что мы все из себя представляем. Вот. Почему я говорю, мы все, это действительно мы все. Вот позитивную динамику мы имеем по всем критериям. Да? Конечно, мы не топовый регион на сегодня. На самом деле трудности обусловлены, так сказать, ограниченностью аудитории в самой сети ВКонтакте. Но я надеюсь, с притоком пользователей школ, детских садов, родителей, да, и так далее, перетоком, это позволит нам улучшить наши показатели. И поэтому еще можно поставить следующий слайд. Вот, как я отметил, 400 с лишним тысяч подписчиков. Это вот суммарные цифры за год.
23 с лишним миллиона просмотров, лайки, комментарии, репосты. И это сделали все вы сами своими руками и своим знанием. Поэтому я предлагаю вам всем похлопать себе. Еще раз поздравляю вас с открытием нашего итогового мероприятия. И сразу хочу сказать, что Георгий Николаевич отметил 5, но это еще не все. Основные награждения, ну, то есть отраслевые награждения, они все впереди. Вот. И я хотел также сегодня представить вам коллег из контент-центра, которые мы организовали с помощью Якутского Саха-информационного агентства. Вот. Спасибо им большое за понимание. Вот. Контент-центр, он действует пока в составе 3 человек. Может быть, коллеги из СМИ вы кого-то знаете. Администратор госпабликов наверняка уже с кем-то пообщались из этих ребят. Сегодня присутствует у нас Евгений и Галина. Людмила находится в законном отпуске, соответственно, мы не звери, да, даем человеку отдохнуть. Вот. И сегодня Евгений также выступит с небольшим практическим докладом, где расскажет, как делать фотографии, ну, как правильно составлять композиции и так далее. В этом тоже, ну, конечно, определенная наука, но ничего такого сложного нету. Поэтому контент-центр создан для помощи активным и флагманским. Он иногда будет передавать готовый контент, иногда будет просить нас сделать по определенным темам, там, фото, текст и так далее. Он нам создан тоже в помощь. И на сегодня 3 из 7 человек контент-центра уже работают.